В эфир телеканала 24 КЗ заступила дневная смена. Я Кайжан Смогулов. Здравствуйте. 655 медицинских объектов построят в регионах согласно национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения». В том числе 253 медпункта, 160 врачебных амбулаторий и 242 фельдшерско-акушерских пункта. По примерно 5 сотням объектов уже готова проектно-сметная документация. Напомню, что соответствующее поручение президент Касым-Жомарт Токаев дал еще в 2022 году. Цитирую: «Это наша обязанность как государства, но это лишь самый минимум. Поэтому так важен второй компонент проекта — строительства многопрофильных больниц, которые позволят сократить время получения квалифицированной помощи при тяжелых заболеваниях и травмах. Недаром существует правило золотого часа. Чем скорее доставить пациента до оборудованной больницы, тем выше шанс, что он будет спасен». Конец цитаты. Итак, что делается в этой сфере и что еще надо сделать? Давайте обсудим. Надеюсь, в этом мне помогут мои гости. Позвольте их представить. Итак, вместе со мной в студии сегодня находятся главный эксперт Департамента инвестиционной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан Саидазим Колдоров. Приветствую вас. Эксперт в сфере политики здравоохранения Али Нургажаев. Здравствуйте. Заместитель председателя правления по медицинской части Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения Республики Казахстан Ержан Адильбеков. Приветствую. А также заместитель управляющего директора Департамента финансового сектора НПП «Атамекен», международный сертифицированный специалист государственно-частного партнерства Назгуль Узалина. Приветствую вас. Кроме того, посредством видеосвязи с нами может общаться президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан Вячеслав Лакшин. Здравствуйте. Еще раз приветствую вас всех, уважаемые гости. Начнем, господин Колдоров, наверное, с вас, как представителя, в данном случае, государства. Итак, объекты, строительство, на все это нужны деньги. Насколько я понимаю, по некоторым объектам их уже начали выделять. Да, вот вы как ответили, с 2023 года по поручению главы государства правительством реализуется национальный проект модернизации сельского здравоохранения. Этот национальный проект содержит 3 задачи. По первой задаче предусматривается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Уже на сегодняшний день построено 95 объектов ПМСП. Это значит в селах, в небольших населенных пунктах. Это у нас первая задача. И в этом году планируется построить более 500 объектов ПМСП. Это значит по первой задаче. По второй задаче идет, значит, организация 32 многопрофильных больниц. Это значит, действующие больницы преобразовываются в центральные районные больницы, многофункциональные, значит, путем реконструкции, капитального ремонта, дополнения по отделениям, значит, оснащением оборудованиями. И также по третьей задаче данного у нас проекта предусматривается обеспечение кадрами всех этих объектов здравоохранения. В целом, на все эти объекты в рамках нас проекта планируется подготовить более 1000 работников, медицинских работников. А когда, так сказать, уже дело дойдет до строительства, до возведения, кто этим будет заниматься и кто будет наблюдать за тем, чтобы качество строительства было достойным? Значит, по этим объектам мы финансируем из республиканского бюджета, а за реализацию непосредственно отвечают, занимаются местные исполнительные органы. Они на местах подготавливают земельные участки, начиная заказчики, готовят проектно-сметную документацию по этим объектам, следят за строительством, принимают в эксплуатацию и потом уже... Ну, то есть ответственные сами как бы акиматы, получается, каждый на своем месте. Министерство здравоохранения здесь координатор, а по регионам непосредственно ответственные это местные исполнительные органы. Ну, тогда можно предположить, что, наверное, качество и исполнение будет в разных регионах разным, ну, поскольку везде каждый акимат будет сам отвечать. Можно минутку? Да, конечно. У нас есть национальный оператор в области инфраструктуры здравоохранения, который вот непосредственно занимается данным нас проектом, мониторит пообъектно, чтобы объекты были не каждый объект по-разному, типовые, как бы
Министерством здравоохранения... Чтобы был единый подход, вы об этом? Да, да, это обеспечивается нами. Хорошо, надеюсь, что так и будет, но, так сказать, тем не менее, построить объект, мне кажется, это еще полбеды, да? Итак, господин Нургажаев, что бы вы обозначили как главные вопросы, которые необходимо решать в первую очередь в сфере сельского здравоохранения? Как вы правильно сказали, построить это полдела. Мне кажется, на этапе до строительства, на этапе планирования объектов, можно было бы немножко усилить анализ потребностей, действительно ли это надо и в каком регионе что именно нужно. Потому что, допустим, не существует такого анализа, не проводилось. Потребление койко-дней по различным профилям или количество госпитализаций на душу населения, на определенный возраст и пол по стране. То есть мы не знаем, грубо говоря, по диабету, какие у нас различия между регионами в потреблении медицинской помощи. При том, что эпидемиология, она плюс-минус везде одинаковая. Вот этот этап, мне кажется, его можно усилить, и в будущем при реализации таких проектов, конечно, нужно усиливать. Получается, что мы несколько, так сказать, на ощупь строим, возводим эти объекты и тратим деньги. Определенный анализ, насколько я знаю, проводился, но я уверен, что его можно доработать. Хорошо. Что касается информационной, так сказать, подготовки кадров, хотелось бы обратиться к Вячеславу Натановичу. Вячеслав Натанович, насколько я знаю, с сегодняшнего дня по стране началась так называемая неделя репродуктивной медицины. В этой связи, как вы думаете, вот, насколько хорошо в сельской местности, в регионах поставлена работа по информированию людей, по подготовке молодых специалистов в этом направлении и так далее? Я думаю, что вам, как человеку с огромным стажем практики в этой сфере, наверняка это известно. Совершенно правильный вопрос. К сожалению, равенство между городом и деревней, которое, так сказать, когда-то ставилось задачей коммунистической, так и не было достигнуто. И сегодня не случайно глава государства обратился с таким предложением, посланием о строительстве клиник, о возвращении врачей в регионы. Конечно, очень грустно и ситуация с информированностью. Президент провозгласил программу «Саган Саби», по которой каждый год выделяется 7 тысяч квот. Но, к большому сожалению, жители сельской местности здесь в неравном положении. Им нужно добираться до городов, областных или центральных, до любой высокоспециализированной помощи. Да и они плохо информированы. Когда начинаешь разговаривать, то люди многого не знают. Есть проблемы с интернетом, есть проблемы с языком порой. У нас информация много на русском языке, нужна все-таки на казахском языке. И кадры то же самое, которые уезжают в регионы, в районы, особенно на уровень, так сказать, сел, они отрываются от больших клиник. Там тоже должна быть продумана система обучения, не только через интернет, но и через посещение областных, республиканских клиник. Я думаю, что все это Министерство здравоохранения предусмотрело. Но сегодня вот это действительно неделя, когда мы информируем о репродуктивном здоровье, мы информируем через социальные сети, через прессу, через телевидение, но мы еще и отправляем врачей наших клиник ЭКО не только в областные центры, но и в районные центры. Понятно, что не всех областей, но это тоже очень важный такой вот этап, когда врач из областной клиники приезжает в село и принимает пациентов там. Я хочу сказать, что вот я абсолютно согласен с уважаемым экспертом Али о том, что ведь районы у нас разные. В Южном Кыргызстане районы есть по 150-200 тысяч населения, а есть районы в центре Казахстана, на севере Казахстана, где проживает 2-3 тысячи населения. И поэтому здесь надо все посмотреть, там, насколько величина больницы должна соответствовать этому району. И еще один очень важный вопрос. Очень великолепное предложение усилить центральные районные больницы. Мне приходилось самому работать в районных больницах Чимкентской, Атырауской областей. И раньше врачи, которые там работали, они в полном объеме оперировали, они брали на себя довольно сложных, особенно экстренных пациентов. Но сегодня мы, когда перенесли центр тяжести, вот в последние, особенно 10-15 лет, на областную больницу, а тем более на республиканские клиники, что я считаю не совсем здесь правильно, потому что областная больница должна быть главным центром. Уже перевод в республиканскую клинику — это что-то там невероятно редкое и сложное. Так вот, центральные районные больницы, конечно, должны выполняться такие операции, как кесарево сечение, там, аппендэктомия, холецистэктомия. То есть надо сегодня это смотреть. Я думаю, что это мы все понимаем, что помощь экстренная должна оказана быть в то время, когда она нужна. Вот эти золотые минуты, золотой час,
она должна быть своевременно доставлена. Поэтому сейчас идет не просто строительство, не просто там уговаривание врачей за 5 или 10 миллионов тенге поехать в регион, а должна быть такая комплексная программа и развитие профессионала как личности, как специалиста и, конечно, клиники, которая была бы адекватна размерам того населенного пункта, в котором она строится. Спасибо. Спасибо большое. Действительно, очень хотелось бы, чтобы, так сказать, это было воплощено. Хорошо. Ержан Бурланбаевич, что бы вы отметили как главные вопросы, требующие решения? Я бы отметил следующее, что мы все помним, что в конце 90-х годов, в начале 2000-х произошла такая оптимизация, что последним звеном в системе здравоохранения стали центральные районные больницы, и с тех пор, к сожалению, на них как бы внимания не обращали. И вот это... Да, и вот эта программа, которая сейчас начинается, модернизация сельского хозяйства, она все-таки поворачивается лицом к народу. Почему? Потому что есть такое понятие, как вы сказали, золотого часа, но есть еще, я сам нейрохирург, координирую инсультную службу, у нас есть такое понятие терапевтическое окно. И, к сожалению, эпидемиология инсульта, она приблизительно одинакова во всех областях, больше 22 человек на 100 тысяч населения. И здесь хотел сказать, что самое главное в лечении инсульта – это вовремя поставить диагноз. Она решается посредством тяжелого оборудования, в частности, компьютерной томографии. Сделав снимок, мы распознаем, какой вид инсульта, и уже начинаем высокоспециализированную помощь, системный тромболизис, что, возможно, можно оказать вот именно вот в этих многопрофильных центральных районных больницах. Но, к сожалению, к этому моменту есть несколько таких проблем, что, опять же, вот, о чем Вячеслав Натанович сказал, это дефицит кадров. Сейчас очень тяжело, допустим, нейрохирурга привлечь в такие населенные пункты. Очень большая проблема, кто будет читать эти снимки, то есть радиологов тоже не хватает. И это все истекает из того, что страна большая, но население размещено, так скажем, неравномерно, и вот эти северные области, то есть получается, чтобы там открыть какую-то многопрофильную межрайонную больницу, это где-то объединять надо 6-8 районов, чтобы набрать это население. И, к сожалению, теперь вся вот эта, так скажем, ноша, она перешла в наш центр, координационный центр экстренной медицины, где мы посредством санавиации привозим этих пациентов из, так скажем, первичных мест нахождения в районные больницы. Но вы сами понимаете, насколько это все дорогостоящее. Это да. То есть поднять борт и привезти. И все-таки видите, какая ситуация, что вот эти 655 населенных пунктов, они все будут оснащаться посредством этих ситуационных центров, где медицинский работник, находясь в этом населенном пункте, он будет обращаться к нам в республиканские органы, где мы посредством телемедицины будем определять тактику, дальнейшую тактику ведения пациента, возможно, транспортировки его куда-то. То есть я так думаю, что все-таки это на данный момент решение правильное, но есть очень много проблем, как с кадрами, так и самой логистикой. То есть вот эта регионализация какая должна быть, маршрут пациента какой должен быть, это надо все продумать. Тем более, что если, так сказать, объединить сразу несколько, так сказать, районов под зонтиком одной многопрофильной больницы, то территория расширяется, и мы дольше везем, получается, пациента до этой больницы. Ну, все-таки она расширяется, но плечо довоза, она все-таки здесь предусматривает, во-первых, и тот же пресловутый золотой час. Потому что, смотрите, самое главное же, вот когда у нас сейчас ДТП происходит, то большинство пациентов погибает именно не дождавшись. То есть они умирают на догоспитальном этапе. Понимаете, то есть машина пока доезжает до него, пока приезжает, а если не приезжает, то его надо везти, допустим, в областной центр, к сожалению, это идет время. А все-таки, если эти больницы будут находиться вот в рукаве час-полтора часа, то возможность оказания более такой квалифицированной помощи тем же пациентам, это повышается. Так, госпожа Узалина, как вы думаете, можно ли вот эту масштабную, огромную задачу решить только силами государства, или здесь все-таки бизнес какое-то свое участие тоже может проявить? Очень правильный вопрос. Я бы хотела привести статистику такую небольшую. Да. Национальным проектом предусматривается строительство 655 объектов первой медицинской помощи. А у нас только сел 6256. Это да. Только сельских округов 2169. Это данные вот на 1 января 2024 года административно-территориального деления. Так вот, мы сейчас решаем глобальную проблему всего лишь на 10%.
Да, но с другой стороны, в каждой деревне многопрофильную больницу не построишь. Согласна. Но, вы знаете, мы, когда мы разговаривали с бизнесом, вот в апреле месяце, когда мы обсуждали и предлагали Министерству здравоохранения свое видение бизнеса, все были готовы идти в село. Мы готовы строить свои объекты первичной медицинской помощи, ВАшки, СВАшки и так далее. Дело в том, что ошибочно сейчас, вот я не знаю, политика может не здрава такая, что политика настроена на то, чтобы лечить уже больных, тогда как объекты первой медицинской помощи, они настроены на то, чтобы предотвратить профилактика. Профилактика. И исходя из этого, получается, не надо деньги закапывать в бетон, понимаете? Бизнес готов сам построить. Вы знаете, что бизнес, в принципе, хозяйственный субъект достаточно такой вот шустрый. И единственное, что нужно вот для бизнес-сообщества, это нужен нормальный тариф. Сегодня тариф не отвечает тем требованиям. Бизнес готов и оснастить согласно не только минимальным стандартам, но и поставить вот оборудование. Томографы те же самые. Те же самые, да, абсолютно верно. Кстати, не дешевая игрушка, насколько я знаю. Насколько я знаю, вы правильно сказали, каждое село компьютерный томограф и не надо ставить. Смотрите, есть же, опять-таки, решение бизнеса такое. Они могут это мобильно все-таки решить, да, вы сами говорили о телемедицине, да, вы говорили об объединении некоторых там близ расположенных каких-то участков, да, сельских округов или районов. Но самое главное, я все-таки, и бизнес предлагает, это самое главное, решить вопрос тарифообразования. Первое, да. Второе, мы знаем, что на сегодня ВОЗ рекомендует, международная организация рекомендует порядка 40% бюджета, который запланирован на закуп помощи, да, направлять на первую вот эту медико-санитарную помощь. Да? Тогда как у нас сейчас из бюджета вот, на 2024 год 2,8 триллионов, если не ошибаюсь, да, как бы запланирован закуп медицинской помощи, из них только 19,7%, 552 миллиарда тенге только на финансирование направлено. Цифры абсолютно же. Это же здесь надо мешать КПН, КДП и другие направления. Нет, вот именно, что мы еще и не знаем, это КГП или это только вот в принципе все объекты первой медицинской помощи. Я говорю о том, что было, опять-таки, согласно статистике ФОМСа. Да, я понял. Во всяком случае, я, как, так сказать, сторонний наблюдатель, думаю, что в этой идее есть интересное зерно, но, я так понимаю, вы, господин Нургижаев, достаточно скептически относитесь к бизнесу в сфере медицины, да? К бизнесу я абсолютно индифферентно отношусь, просто есть цифры, и здесь идет немножко игра терминологии. Хорошо, на ваш взгляд, это может быть решением, вот если да, государственно-частное партнерство в этой сфере? Это достаточно ограниченная возможность, потому что бизнес — это хорошо, прекрасно, но когда один район, одно село и там один поставщик, это монополия. Нам нужна монополия в отдельно взятых районах? Или мы хотим выстроить систему, которая будет управляемая, подотчетная и так далее? Позвольте не согласиться с этим высказыванием. Я могу сказать, что услуги здравоохранения — это изначально монопольная функция государства. Но так как государство в силу своего бюджета не успевает, не хватает ему средств реализовывать эту функцию для нас, да, для общественно значимых, для населения, то он имеет право передать эту функцию удовлетворения общественных потребностей посредством механизма государственно-частного партнерства. Шикарно работает данный механизм. Единственное, что направление Минздрава сейчас настроено на многопрофильные больницы, а не на развитие сел. Вот этот нюанс нужно иметь в виду. А в принципе механизм ГЧП в международной практике показал очень такой, знаете, очень большой эффект, когда удовлетворяется механизм ГЧП, когда бизнес может удовлетворить, и он же сам же свое качество отвечает. Он не будет сам у себя, мягко говоря, воровать, да? Правильно? Понимаю, да. Вот. Можно вопрос? Вот на примере населенный пункт 500 человек, и вот частный бизнес, как вы говорите, он с каким проектом туда зайдет? Условно. Какой проект? Это что может быть? Да. Какой-то медицинский пункт фельдшерский или, так сказать, поликлиника какая-то небольшая? Без проблем. Это то, что знаете, определяется опять-таки из потребностей данного населенного пункта. Если население говорит, я хочу поликлинику. Нет, вот я же обозначил 500 человек. Населенный пункт. И вот теперь бизнес туда, с каким предложением туда войдет? Он может пойти поставить медицинский пункт, он может поставить там какой-то оборудование. Я просто, еще раз говорю, я не медик, я специалист ГЧП, но я в сфере здравоохранения. Бизнес пойдет к Акиму, скажет, дайте мне несколько районов и устроит монополию. Да, он пойдет в несколько районов. Почему только в один? Насколько я вижу, господин Жильбеков, вы достаточно скептически воспринимаете это. Бизнес? Да. Конечно. Почему?
Ну, вот смотрите, у нас, слава богу, с 91 года не существует Советский Союз. Пришел бизнес, так скажем. И за это все время, если честно сказать, я слышал очень много проектов. В частности, сейчас вот эти есть проекты ГКЧП по поводу тех же инсультных центров, когда организовывается, закупает тот же компьютер, потом получается, что компьютер должен работать 24 часа, он не работает 24 часа, он работает только в дневное время, а инсульт ночью уже ждать не будет. И самое интересное, это везде, повсеместно. И всем этим можете посмотреть. И я к этим ГКЧП, которые именно находятся в инсультной службе, отношусь очень скептически. Ну, кстати, ГЧП, государственное частное партнерство. ГКЧП это была другая организация. Вячеслав Натанович, хотелось бы узнать ваше мнение, на чьей вы в данном случае выступите стороне. У нас возникла такая небольшая, но интересная, мне кажется, дискуссия о том, стоит ли возлагать какие-то надежды на бизнес в этой сфере, сфере сельской медицины. Ну, нужно быть более тесно просто коммуницировать с бизнесом. Я вот много лет работаю, так сказать, в частном здравоохранении и понимаю, что сфера, в которой я работаю, да, она, так сказать, ну, развивается именно благодаря вот частным инвестициям. А вот пойдут ли частники в село, где проживает там 200, 300, 500 человек? Вероятно, нет. Это и международный опыт показывает. Там взять Францию, другие страны. Все-таки там государство старается ставить свои первичные медико-санитарные, так сказать, какие-то образования. У нас это называется фельдшерско-акушерский пункт или сельская больница. Наверное, это все-таки ответственность государства, потому что, ну, нет большой выгоды, там, тарифы надо поднимать там, в десяток раз. Поэтому здесь, но было бы правильно при строительстве вообще любой клиники, особенно в городах, сначала спросить бизнес. Вот у нас необходим проект, там, 500-тысячная клиника. И если бизнес скажет, а мы построим, но так и отдайте им, они будут нести ответственность за выполнение этого проекта. Ну, то есть вы имеете в виду, что если мы говорим о каком-то густонаселенном районе, да, то почему бы и нет, там это может быть рентабельно и выгодно. А если мы говорим о малозаселенных районах, то это получается ответственность государства. Я думаю, что районные больницы некоторые, вот у нас в Алматинской области, там Талгарская больница сейчас в частных руках, надо анализировать и смотреть, но людям нужна помощь сегодня и сейчас, эксперименты здесь недопустимы, если где-то работает хорошо, и этот же, так сказать, бизнесмен готов там еще какие-то районы взять, освободив государство от капитального строительства, потому что строительство действительно могли бы взять сегодня частные клиники, есть много успешных примеров в Алматы, наверное, в Астане. Но, к сожалению, чем меньше город, тем меньше интерес участников. Поэтому надо соблюсти некоторый баланс здесь. Понимаю, согласен. Кстати, господин Кулдоров, а были вообще предложения вот от бизнеса, что делать, сказать, а давайте мы построим где-то за свои деньги в регионе больницу? По столице и по Алматы я знаю, что такие есть. В рамках первой задачи нас проекта строительство объектов по МСП. Сейчас уже проработан вопрос туда включение, значит, бизнеса способом государственно-частного партнерства. Этот процесс уже начат. Идет. Хорошо. Ну что ж, давайте продолжим дискуссию после небольшого материала. Мои коллеги подготовили сюжет о области ЖТСУ. Дело в том, что там почти 60 медицинских объектов построят в рамках программы по модернизации сельского здравоохранения. И в регионе также идет реконструкция более 10 зданий больниц. Капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории в селе Мухры начался в мае этого года. Сейчас здесь полным ходом идут работы по внутренней и внешней отделке стен. Стоимость проекта больше 200 миллионов тенге. Сдать объект строители обещают к осени. Работаем с опережением графика. Стройматериалов и рабочей силы достаточно. По проекту здесь предусмотрена современная блочная котельная на дизельном и газовом топливе. Это будет современное здание с хорошо оборудованными кабинетами, санузлом и душевыми кабинами. А еще мы полностью благоустроим территорию сельской больницы. Медицинский персонал амбулатории пока расположился в местном доме культуры. К временным неудобствам медики и их пациенты относятся с пониманием и с нетерпением ждут окончания строительных работ. Очень радует, что обновляют здание нашей сельской амбулатории. Ему больше 20 лет. Хотелось бы, чтобы врачи нас принимали в хороших условиях, чтобы было современное оборудование, своя лаборатория. Очень сложно каждый раз ездить в райцентр за медпомощью.
По программе улучшения качества медицинских услуг в области ЖТСУ сейчас идет реконструкция больше десятка больниц и медпунктов. Вместе с тем реализуется и нацпроект по модернизации сельского здравоохранения. В течение года в регионе возведут 59 новых объектов. Ряд из них построят и в Куксусском районе. В этом году планируем построить 2 блочно-модульных конструкции и 4 фельдшерских акушерских пунктов. На следующий год построить 2 БМК и 1 капитальный ремонт. Планируем в 2025 году полностью закончить с обновлением медицинских объектов. По словам руководства областного управления здравоохранения, на все подготовительные работы по реализации нацпроекта из местного бюджета уже выделили 500 миллиарда тенге. Ну а завершение строительства всех объектов планируется на конец текущего года. Гульнар Жантасова, Хуаныш Тургенбаев, 24 КЗ, область ЖТСУ. Ну что ж, осталось не так уж много времени эфира, и мне бы хотелось обсудить вот что. Сами больницы и, так сказать, медицинские пункты – это, конечно, хорошо. Участие бизнеса в этих проектах, мне кажется, тоже неплохо, но возникает все-таки вопрос, который время от времени, вот мы касались его, но тем не менее хотелось бы раскрыть подробнее. Собственно, кто будет работать в этих медицинских объектах и что надо сделать для того, чтобы этого врача, я не знаю, молодого или уже с опытом и так далее, привлечь. Причем я уверен, что те люди, которые в этих населенных пунктах живут, они бы предпочли специалиста все-таки с опытом, а он стоит гораздо дороже. На ваш взгляд, господин Нургажаев, насколько нынешняя система, вот, то, что мы имеем, да, в данный момент, позволяет эффективно привлекать кадры в село? Вы знаете, кадры, конечно, привлекать это нужно, это операционная задача, которую надо разработать комплекс мер и его реализовать где-то на уровне Минздрава, где-то на уровне местных исполнительных органов. Но смежная задача, она тоже важна. Это организация работы. То есть есть 3 этапа. В принципе, то же самое, что сказал Вячеслав Натанович, но по порядку давайте я скажу более простыми словами. Первое – это маршрутизация пациентов внутри района. Выезд в отдаленные районы, как обеспечен в летний период на пляжи, на базу отдыха и так далее. Второй момент – это маршрутизация на уровне области, то есть насколько из районов, где отсутствуют какие-то профили оказания помощи, гладко направляют в область. И третий аспект – это организационно-методическая работа со стороны областных больниц, насколько они работают с центральными районными больницами, с периферией по организации оказания медицинской помощи. Вот эти 3 аспекта – это правила, которые мы даем главврачу, управляющим регионом лицам, управлению здравоохранения, и они должны работать по этим в рамках этих документов. То есть, грубо говоря, вот эту районную больницу нельзя рассматривать как некий самостоятельный да. автономный объект, да. Это часть системы. Да. И вот эта система, она выстроена далеко не во всех регионах эффективно. Есть позитивные примеры, например, Восточно-Казахстанская область, надо этот опыт просто распространять. А от кого и от чего это зависит? Я имею в виду, насколько эффективно выстраивается система. В первую очередь от Акима, от того, насколько он расставляет приоритеты в пользу социалки, здравоохранения, ну и, конечно, от личности управления здравоохранения. Позвольте добавить еще от денег. Финансирование тех же центральных районных больниц. Тариф-то один. Получается, что центральная районная больница не всегда имеет возможности просто распределять свои ресурсы. Правильно же? Нет, мы сейчас об организационном аспекте. Ну, я и в целом говорю, что один из вопросов, который тоже необходимо... Ну, здесь я склонен согласиться с госпожой Узалиной. Любая организация, она все равно требует денег, чтобы все это заработало. Хорошо, но еще на что нужны деньги, это на то, чтобы, собственно, этого врача где-то разместить, чтобы он где-то жил и, так сказать, мог куда-то приходить ночевать с работы. А кто за это отвечает? В рамках нацпроекта, значит, меры по стимулированию медработников в целом за местными исполнительными органами в виде, значит, предоставления жилья, каких-то льготных кредитов, надбавок заработным платам. Эти вопросы у нас за местными исполнительными органами. Хорошо. Ержан Бурабатович, насколько я понимаю, как раз таки вот
что касается экстренной медицины, то это своего рода такой спасательный круг для того, чтобы как раз-таки там, где, ну, скажем так, недостаточно или не очень хорошо развита местная медицина, в данном случае, так сказать, вы включаете свои ресурсы и людям помогаете, да? Но если мы не займемся, ну, вот, активно развитием, так сказать, медицины на местах, в селах, в регионах, вашей службы на всех хватит? Конечно, не хватит. У нас, видите, как пошло, что у нас пошла централизация. В стране 2 хаба больших, это Алмата, Астана, и стараемся всех сюда привести. То есть вся это неправильно. Это, конечно, неправильно. Если мы возьмем Германию, ну, глупо думать, что во Франкфурте лечение лучше, чем в Мюнхене. То есть у них все идет повсеместно и одинаковые услуги получают. Потом по поводу, так скажем, вот наших вылетов, хотел сказать, что вот в Кызылординской области большое количество пациентов маленьких с ретинопатией, мы всех перевозим в Алмату, делают там операция. Операция там буквально длится 2-3 часа, потом пациент 2-3 дня находится, его переводят обратно. Но во всей этой области в Кызылорде нету этих специалистов, и вот мы такие большие ресурсы тратим вот на это. Хотя эти же ресурсы можно было переместить на что-то другое, на те же, так, допустим, кадры, чтобы их привлечь. Вот по центру нейрохирургии вот хотел бы сказать, что вот у нас, чтобы стать резидентом, необходимо очень высокий уровень английского языка, плюс обучение длится 4 года, и выйдя этот специалист, он навряд ли поедет в тот же Степногорск, вы понимаете. А хотя в том же Степногорске там есть инсультный центр, там есть компьютерный томограф, то есть есть какие-то условия, но он туда не поедет, это однозначно. Но надо потому что его жизнь состоит не только из работы, конечно, ему хочется... Конечно. Но тогда как можно вот соблазнить все-таки такого специалиста? Чем? Что ему пообещать? Я не знаю, какие золотые горы? Ну вот коллега сказал по поводу лучших практики. Это практика, вот, допустим, в Восточно-Казахстанской области. Там имеется 2 города. Это вот город Алтай. Там, конечно, чуть похуже. И Уджар, по-моему. Аягус, да. И вот в Аягузе, допустим, они привлекли специалиста из Национального центра кардиохирургии. Да вы что, да, соблазнили оттуда? Да, соблазнили. Там дали ему хорошую зарплату. И вот он уже 4 года работает, делает высокотехнологичные операции и помогает. А если мы возьмем, допустим, новую область Улутау, которая только вновь образовалась, там, к сожалению, вообще сейчас все плохо. То есть там все надо заново выстраивать, потому что долгое время у них главным хабом был Караганда, и вот все пациенты лечились в Караганде. И вот теперь, чтобы туда привлечь, то есть они уже, по-моему, до 3 миллионов поднимают подъемный, но, к сожалению, люди не идут. Все равно. Все равно. Вы согласитесь, кстати, с мнением господина Нургажеева о том, что здесь очень важна роль акима и руководителя здравоохранения? Конечно, в первую очередь. В первую очередь. В данных реалиях это в первую очередь. Сколько стоит примерно один вылет самолета санавиации? Ну, один вылет самолета... Я понимаю, что зависит, наверное, от маршрута, расстояния. Там, ну, если дальний маршрут, это в районе 20 миллионов. Если это какие-то внутри областной, ну, где-то 1,5-2 миллиона. Ну, то есть, по идее, эти деньги можно было бы тратить на то, чтобы привлекать как раз-таки этих самых профессионалов. Понимаю, жаль, конечно. Вячеслав Антонович, с вашей точки зрения, чего нам сейчас не хватает вот в привлечении кадров для того, чтобы соблазнять профессионалов, чтобы получалось это у всех регионов, не только у Восточного Казахстана? Я думаю, что мотивация должна быть профессиональное развитие. Это очень важно. Врач должен иметь возможность развития. Хирург больше и больше оперировать. И нужно создать ему эти условия. Вот вспомним примеры там из книг, когда врач там совершает какие-то героические поступки. Это он делает, потому что действительно ему это позволено. У нас очень ограничили мы врача сельского, там в рамочки поставили, и чуть сложнее он должен стать диспетчером. И еще один очень важный вопрос. Вот Али коснулся, что аким, а вот я считаю, что руководитель управления здравоохранения области – это ключевая фигура или главный врач областной больницы. А у нас почему-то стали их менять каждый год, 2, 3. Раньше такие руководители работали по 15-20 лет. Они выстраивали систему здравоохранения. Они знали людей. Здравоохранение – это сфера,
где важно здание, важно оборудование, но самой главной фигурой является человек. И мы вот все эти годы вкладываем в основном в металл, в здание, но в человека стали сейчас обучать. Но нужна вот эта нить личная, да, общение. Заведующий облздравотделом посещает районы, там села. И на моей памяти те люди, которые действительно 15-20 лет, они в историю вошли, руководили здравоохранением района, так же, как раньше руководители там колхозов, совхозов. И вот эта частая смена руководителей учреждений, и тем более управления здравоохранения, она негативна. Наверное, надо их освободить от права там закупа, ответственности, за что их часто увольняют. Но руководить — это значит знать людей, правильно их расставить, правильно знать нужды населения. А за год-два это невозможно освоить, даже если будешь 365 дней в машине ездить. Менеджмент здравоохранения — это менеджмент управления людьми в первую очередь, наверное. Спасибо. Спасибо большое. Что ж, госпожа Узалина, а вы думаете, что бизнес может справиться вот с этой задачей по выстраиванию вот этой системы, достаточно, как выясняется, сложной, многоярусной и многогранной? Абсолютно, потому что бизнес более коммуникабелен, чем государство. На самом деле... Есть такое выражение «государство плохой менеджер». Да, да, вы абсолютно верно говорите. Я знаю просто на практике, проекты ГЧП планировались в Туркестанской области, и когда я когда консультировала предпринимателя, он говорил: вы знаете, у меня есть меморандум с национальным центром здравоохранения, больницы здесь, да, на Байхана, с ними мы договорились, у нас меморандум, я сейчас буду строить многопрофильную районную больницу в Туркестанской области, там в каком-то из районов, в принципе, Минздрав знает, и я готов, мы договорились, что они будут к нам приезжать, мы будем у них учиться, то есть у них коммуникации гораздо быстрее строятся, ведь вопрос в чем? Получение прибыли. Правильно? И он должен решать этот вопрос быстрее. Соответственно, бизнес легко может найти со всеми коммуникациями, договориться, встретиться, организовать какие-то там центры, ядра, там, не знаю, и так далее. Наверное, поэтому вы друг друга плохо понимаете, потому что для бизнеса главная прибыль, а для врачей главное вылечить пациента. Ну, в любом случае, мы с вами говорим об одном, о том, что необходимо в целом предпринять все для того, чтобы в селе люди чувствовали себя в безопасности, имели возможность быть здоровыми, также наравне с горожанами, жителями столицы, Алматы, Шымкента и так далее. Потому что на самом деле все это одна страна, и это наша Родина. Огромное спасибо всем моим собеседникам. Это все, что мы успели обсудить к данной минуте. Мне остается только передать слово моим коллегам из редакции новостей на государственном языке. Итак, Жанар, что нового в стране и в мире? Қайыржан, көп рахмет, армысыз. Жаңалықтарымызды жарнамадан кейін жалғастырамыз, арна қосылу болсын. Итак, увидимся завтра в это же время. Всего доброго.